То, что таджики так долго ждали, подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Амнистия депортированных ранее трудовых мигрантов за мелкие нарушения поможет решить кадровые проблемы сфер строительства и ЖКХ, считает зампред Комитета Госдумы Российской Федерации по экономической политике Артем Кирьянов, пишет Интерфакс. Конечно, мы не говорим о том, что нужно возвращать людей, которые занимались противоправным ремеслом, но, например, амнистия тем, кто нарушил сроки пребывания или совершил административное правонарушение, но никому не навредил. По моему мнению, возможно, сказал Кирьянов. Он подчеркнул, что сегодня структура рынка труда дает сбой как в сфере строительства, так и в части поддержания инфраструктуры системы ЖКХ. Поэтому, если у людей есть желание приехать и работать на тех же условиях, которые сегодня предлагаются в России, то мы-то уж точно не должны этому сопротивляться, отметил Кирьянов. Также о рассмотрении этого вопроса говорил в интервью Интерфаксу депутат Госдумы Российской Федерации Владимир Ресин. Минстрой и правительство мониторят ситуацию и готовы вводить дополнительные меры, если потребуется. Например, рассматривается возможность объявить амнистию трудовых мигрантов, которых в свое время выслали за нарушение миграционного режима, сказал Ресин. Как вы относитесь к такой возможности? А ранее необходимость амнистии депортированных из Российской Федерации иностранных строителей отмечал и президент Нострой Антон Глушков. Я думаю, что сейчас настало время отработать механизм так называемой амнистии в вопросах иностранной рабочей силы, депортированной с территории Российской Федерации, потому что иностранная сила нужна. Они имеют опыт работы на территории Российской Федерации, производственные навыки, отмечал Глушков. По его словам, количество мигрантов, депортированных за нарушение миграционного законодательства, достаточно велико. Только на примере Таджикистана их около 500 000 человек, пояснил глава Нострой. Глушков также сообщил, что уже формируется судебная практика, когда иностранные граждане в судебном порядке обжалуют свою депортацию и получают право возвращения в Россию для применения своего труда. В 2022 году в России трудилось около 6,5 миллионов строителей, а в 2030 году с учетом целей развития стройотрасли их количество должно увеличиться до 8 миллионов, подчеркнул Глушков. При этом только 40% выпускников российских строительных учебных заведений остаются работать по профессии, отметил он. Как вы думаете, действительно ли будет амнистия для наших сограждан? Как вы к этому относитесь? И как вы относитесь к тому, что таджиков сразу же выдворяют из страны, если они нарушили, например, сроки сдачи документов? Это не такая большая провинность, и многие не могут сделать из-за работы или тому подобное, или просто из-за того, что ничего не знают, а их уже выдворяют. Как вы думаете, много ли сможет вернуться и стоит ли вообще туда возвращаться? Возможно, у вас есть какие-то интересные истории. Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.